Как у вас здоровье? Как ваше настроение? Надеюсь, что у вас все хорошо. Ребята, улыбнитесь мне все дружно, чтобы я почувствовала, что у вас настроение отличное. Ребята, сегодня мы с вами поговорим о животных. Раньше мы с ними уже знакомились, а сейчас давайте их повторим. Видите, сколько у меня тут много животных? Давайте назовем их. Это овца, это лошадь, это собака, это, ребята, медведь, это свинья, а это у нас белка, это коза, это лиса. А здесь кто у нас? Волк. А это кто? Заяц. А это корова. Это, ребята, ежик. А это кошка. Ребята, мы также знаем, что животные бывают дикие и домашние. Дикие животные живут в лесу, в горах, в степях. Они сами о себе заботятся, поэтому их называют дикие животные. А домашние животные живут в сарае, во дворе, в доме. За ними ухаживают люди, поэтому их называют домашние животные. У нас тут есть и домашние животные, и дикие животные, ребята. Давайте сейчас мы разделим их на диких и домашних. Я буду брать отсюда картинку и ложить на стол. Если это дикое животное, мы будем ложить сюда, где у нас дерево. А если это домашнее животное, будем ложить сюда, на эту сторону, да, где у нас домик. Давайте приступим, ребята. Это у нас, мы говорили, баран, да? Баран какое животное у нас? Домашнее животное, да? Мы ложим, где у нас домик. Хорошо. А это у нас лиса. Лису мы ложим где? Дерево, потому что это дикое животное. Хорошо. Так, берем. Что это у нас тут? Лошадка. Лошадка какое животное? Домашнее. Мы сюда ложим, да? Где домик? Так, хорошо. А это у нас кто? Это волк, правильно. А волк это у нас животное дикое. Значит, ложим сюда, где у нас дерево. Так. Это у нас кто? Это у нас собака. Собака это животное домашнее. Ложим сюда. Хорошо. Так, это у нас коза. А коза какое животное? Домашнее, правильно, ложим сюда, где у нас домик нарисован. Это у нас кто? Это у нас белка, правильно. А белка какое животное? Дикое. Ложим сюда. Молодцы. Это у нас, правильно, медведь. Медведь какое животное? Дикое животное. Ложим сюда. Молодцы. Это у нас кто? Это свинья. А свинья какое животное? Домашнее, да? Рядом с человеком живет. Ложим сюда. Молодцы. Это у нас кто? Это у нас зайчик. А зайчик какое животное? Дикое, правильное. Ложим сюда. Так. Это у нас кто? Кто это у нас? Это ежик. Ежик какое животное? Дикое. Ложим, где у нас дерево. Правильно. А это у нас кто? Это корова. Корова какое животное? Домашнее, да? Мы ложим сюда. И еще у нас кто-то остался. Кто это у нас? Кошка. Кошка какое животное? Домашнее животное, правильно. Мы ложим его тоже сюда, где у нас домик. Ребята, теперь вы поняли, почему животных так назвали? Дикие животные живут в дикой природе, в лесу, в горах.
Они сами о себе заботятся, поэтому их назвали дикими животными. А домашние животные живут рядом с людьми, рядом с домом. За ними ухаживают люди, поэтому их назвали домашние животные. Ребята, а какое сейчас время года? Правильно, зима. А почему мы говорим, что зима? Какие приметы зимы вы знаете? Давайте все вместе эти приметы повторим. Зимой, ребята, становится холодно. Очень часто идет снег. Солнышко светит, но уже не греет. Все люди одеваются в теплые одежды, чтобы не замерзнуть. Все реки покрыты льдом, они замерзают, потому что холодно. Деревья все стоят без листочков, совсем голые. Им тоже холодно зимой, да, ребята? Животные, птицы, все попрятали свои норки, берлоги, гнезда, потому что им тоже холодно. Ребята, посмотрите, у меня на столе домашние животные. Это у нас кто, ребята? Корова, правильно. Корова большая, а это корова маленькая. Большая, маленькая. Это, ребята, у нас кто? Свинья, правильно. Свинья большая, свинья маленькая. Так, здесь у нас, смотрите, ребята, это лошадка. Лошадка большая, лошадка маленькая. А здесь у нас кто? Баран, правильно. Баран большой, баран маленький. А это кто, ребята? Собачка, правильно. Собачка большая, собачка маленькая. Ребята, мы с вами повторили понятие большой, маленький. Ребята, к нам в гости кто-то пришел. Смотрите, ребята, кто это? Собачка, правильно, к нам в гости пришла собачка. Я очень замерзла, говорит собачка, на улице холодно. Можно у вас погреться? Разрешим, да, ребята? Пусть она у нас погреется. Собачка, а почему тебе холодно? А собачка говорит, что у нее нету домика. Давайте поможем собачке, сделаем ей домик из аппликации. Так, ребята, смотрите, да, для работы нам нужна цветная бумага, белая бумага, клей, ножницы. Ребята, у меня готовые детали для нашего будущего домика для собачки. А вам пусть помогут дома мама и папа. Так, для домика, для стен мы берем прямоугольник, ну, допустим, вот желтого цвета, да, смазываем клеем. Так, и приклеиваем на белую бумагу. У меня, ребята, смотрите, на доске белая бумага, а вы будете у себя дома делать. На бумаге поменьше, да. Для крыши берем треугольник красного цвета, да, тоже смазываем клеем. Так, и приклеиваем крышу. Так, крыша. А для входа, чтобы собачка заходила, нам нужно вот такая часть, да, полуовал. Тоже смазываем клеем и приклеиваем. Так. Смотрите, ребята, у меня получился такой домик, да? А вы сделайте у себя дома и присылайте мне свои работы. А собачка вам скажет спасибо. И мне она спасибо сейчас сказала. И вам тоже спасибо скажет. Наше занятие закончилось, ребята. Всем спасибо за внимание. До свидания. Жду вашей работы. Всех люблю.